Мир Господа Иисуса да пребудет с вами. Когда я размышлял и искал наставления, я чувствовал сильное присутствие Господа, и Он посылал меня дать вам ответ на то, что происходит с вами сейчас. Бог говорил моему сердцу, что я работаю, и все будет хорошо, мой друг. Возможно, я не знаю, какие муки лежат на твоем сердце, с какими трудностями ты сталкиваешься и какие боли тебя терзают, но я хочу, чтобы ты знал, Бог все видит, и Он уже действует. Он знает, что нужно изменить в вашем доме, и Он уже идет с этим решением. Если вы верите, что Бог действует, напишите «Аминь» в комментариях. Бог действует в той ситуации, которая принесла боль в ваше сердце, в тех обстоятельствах, которые заставили вас думать, что это будет последнее состояние. Вы можете быть в отчаянии, вы можете чувствовать себя потерянным, но я хочу заверить вас, что это не для того, чтобы закончиться, застопориться или завершиться. В нашей жизни бывают моменты, когда кажется, что трудности поглощают нас, а дорога впереди кажется туманной. Но сегодня Господь приходит к вам с ответом, со словом утешения и подтверждения. Он говорит вам: успокойте свое сердце, будьте спокойны в этом несчастье, потому что оно не определит конца вещей. Бог контролирует ситуацию, и Его руки действуют в вашей жизни. Он никогда не подводит, и Его любовь к вам безусловна. В Его руках все, что кажется невозможным, становится возможным, а все, что кажется концом, становится новым началом. Я приглашаю вас ухватиться за это слово прямо сейчас. Если вы готовы получить это благословение, напишите в комментариях «Я готов». Какой бы сильной ни была буря, вера в Бога – наше убежище. Та же вера, которая двигает горы, может подвигнуть ваше сердце найти мир и уверенность в обетованиях Господа. Он верен и работает над тем, чтобы все было хорошо. Ваши страдания не будут напрасными, и ваш крик достиг Божьих ушей. Доверьтесь Ему и Его совершенному времени. Ожидание может быть мучительным, но победа несомненна. Позвольте Ему направлять ваш путь, и вы увидите, как слава Божья проявляется в вашей жизни. В конце концов, наш Бог – это Бог любви, милости, прощения, надежды и общности, и Он здесь, рядом с вами, всегда готовый помочь, направить и утешить. Не бойтесь, ибо Бог все устроит, и все будет хорошо. Я молился, и Бог показал мне нечто мощное, что Он хочет сделать в вашей жизни. Он говорит мне, что в вашем доме происходит чудо, нечто, что изменит ваше состояние и преобразит всех. Может показаться, что ситуация пришла, чтобы все разрушить, может показаться, что она пришла, чтобы положить конец, может показаться, что она пришла, чтобы застопорить вашу жизнь, но Бог, которому мы служим, больше, чем любые испытания. Бог хочет, чтобы вы знали, что вот-вот произойдет чудо. Он посылает меня сказать вам, что есть поворот в деле, чудо в ситуации. Он по-прежнему Бог сверхъестественного, Бог, который делает невозможное возможным. Если вы принимаете это слово в своей жизни, напишите в комментариях «Я принимаю». Я не знаю, как долго и по какой причине вы испытываете беспокойство в этом месте. Может быть, беспокойство отягощает ваш разум, а страдание сжимает сердце,
но Бог говорит, что Он контролирует ситуацию и что чудо уже в пути. Вспомните библейскую женщину Шунамку. В ее доме случилась беда, которая, казалось бы, должна была привести к концу, но Бог вмешался сверхъестественным образом и принес жизнь туда, где была смерть, надежду туда, где было отчаяние. Как и в доме женщины-шунамитки, Бог желает творить чудеса в вашей жизни. Он хочет изменить ваше состояние, принести тот поворот, которого вы так долго ждали. Ситуация может казаться невозможной, но Бог – специалист по превращению невозможностей в чудеса. Он проявит себя в моей жизни и в вашей тоже. Если вы верите, напишите «Я верю» в комментариях. Вы можете чувствовать усталость, вы можете чувствовать слабость, но Бог говорит, что чудо уже на подходе. Как бы долго ни длились мучения, Его обещание о преображении уже близко. Сохраняйте веру и надежду, потому что в разгар бури Божий свет сияет ярче всего. Помните, что Бог спокойно работает над тем, чтобы изменить вашу ситуацию и вернуть вам радость. Доверьтесь Его любви и силе, и вы увидите, как чудо развернется в вашей жизни так, как вы даже не можете себе представить. Он работает за кулисами, двигая небо и землю, чтобы совершить невозможное в вашей жизни. Не сдавайтесь, не теряйте веры, ваша победа близка, и Бог уже работает над преображением вашей жизни. Надежда здесь, вера, ваша сила, а Бог – ваше убежище. Все будет хорошо. Если вы верите, что Бог все еще контролирует вашу ситуацию, даже в самые трудные моменты, напишите «Я верю» в комментариях. Продолжайте доверять, продолжайте верить, потому что Господь готов творить чудеса в вашей жизни. Ситуация изменится, чудо произойдет, и Бог будет прославлен во всем. И помните, брат мой, сестра моя, Бог по-прежнему остается Богом сверхъестественного, и Он здесь, с вами, всегда готовый действовать. Господь призывает вас в путешествие веры, где чудеса будут не просто библейскими историями, а живой реальностью в вашей жизни. Он хочет излить благословение сверх меры, открыть дорогу там, где, казалось бы, нет выхода, и принести исцеление там, где есть раны. Иногда дорога бывает одинокой, а трудности кажутся непреодолимыми. Вы можете почувствовать себя Давидом, столкнувшимся с великаном Голиафом, Моисеем перед Красным морем. Но у Бога есть план, божественная стратегия, которая выходит за рамки того, что видят наши глаза. В минуты слабости вспомните обещание Господа. Он обещал быть с вами всегда, в каждом шаге, в каждой борьбе, в каждой победе. Он знает вас по имени, и Его любовь к вам вечна. Вспомните также Иисуса Навина, который верой и послушанием привел Божий народ в землю обетованную. Подобно Иисусу Навину, вы тоже призваны быть храбрыми и сильными. У Бога есть для вас территории, которые вы должны покорить, благословения, которые вы должны получить, и жизнь с избытком, которую вы должны прожить. Вера в Бога – это ключ, открывающий двери, которые кажутся запертыми, это свет, освещающий путь в темные дни, это бальзам, исцеляющий душевные раны. Я принимаю Божьи обетования в своей жизни. Если вы тоже принимаете их, напишите в комментариях
я принимаю. Казалось, что все потеряно, что радость и счастье украдены из вашей жизни. Ребенок, этот дар, данный вам Богом, был в опасности, и страх и неуверенность охватили ваше сердце. Но эта женщина, хотя и была растеряна, напугана, не уверена в себе, обратилась за помощью к пророку, к тому, кто мог ей помочь. Идя по дороге с сердцем, полным страха, с сердцем, полным боли, она все же смогла сказать: «Все будет хорошо». Если вы верите, что Бог контролирует вашу ситуацию, даже в трудные времена, напишите в комментариях «Я верю». Именно эта вера, это доверие к Богу может помочь нам пройти через самые трудные моменты жизни. Независимо от масштабов проблемы, независимо от боли, которую мы испытываем, Бог с нами и может изменить нашу ситуацию. Как и эта женщина, мы призваны искать помощи у Господа, возлагать на Него свое упование, даже когда кажется, что все вокруг рушатся. Как и сердце этой женщины, наше сердце может кровоточить, болеть, быть полным страха. Но, как и она, мы можем заявить: «Все будет хорошо». Мы можем обратиться за помощью к Господу, который является нашей скалой и нашим спасением. Жизнь – это путь, полный трудностей и испытаний. Мы часто оказываемся в ситуациях, когда кажется, что все против нас. Однако в разгар бури мы должны помнить, что Бог – наше прибежище и сила. Его любовь и сила непоколебимы, и в Его присутствии мы находим утешение и надежду. История женщины, обратившейся к пророку, учит нас тому, что даже в самые мрачные моменты мы можем держаться за веру и уповать на Бога. Когда кажется, что все двери закрыты, Бог открывает пути. Когда мы сталкиваемся с, казалось бы, непобедимыми гигантами, Он дает нам силы преодолеть их. Вера в Бога – это свет, который сияет во тьме отчаяния. Иисус Навин, мужественный и послушный лидер, показывает нам, что Бог призывает нас завоевывать территории, получать Его благословение и жить в изобилии. Но для этого мы должны уповать на Него и следовать Его руководству. Наша вера – это ключ, открывающий двери божественных возможностей. Сегодня я призываю вас смело заявить: «Я вступаю во владение Божьими обетованиями в моей жизни». Верьте, что в вашем доме произойдет чудо, что ситуация изменится и что все будет хорошо. Даже когда страх и неуверенность пытаются овладеть вашим сердцем, помните, что Бог контролирует ситуацию и имеет для вас прекрасный план. Как та женщина нашла помощь у пророка, так и вы найдите свое убежище в Боге. Верьте в Его силу изменить любую ситуацию. Вера проведет вас через самые трудные моменты жизни и приведет к победе. Бог будет с вами на каждом шагу вашего пути веры, и Его вечная любовь поддержит вас. Библия – это сокровищница истории о людях, оказавшихся в безвыходной ситуации, но нашедших в Боге силу и мужество. Мужчины и женщины, как и упомянутая выше женщина, заявляли, что все будет хорошо, потому что они были полностью уверены в том, что Бог контролирует их жизнь. Вера в Бога не освобождает нас от проблем, но она дает нам силы встретить их мужественно и решительно. Она дает нам мужество идти вперед, даже когда кажется, что все потеряно.
И если вы чувствуете, что готовы отдать свою проблему в руки Бога и с верой провозгласить, что все будет хорошо, напишите, пожалуйста, в комментариях «Я готова». Эта женщина не только имела веру, но и действовала в соответствии с ней. Она приготовила осла, пошла на встречу с пророком и сделала все, чтобы получить необходимую ей помощь. Все это потому, что она верила, доверяла и действовала соответственно. Точно так же мы можем действовать в своей жизни, доверяя Богу, обращаясь к Нему за помощью и выполняя свою часть работы. Когда Бог рядом с нами, любая ситуация может измениться, любая проблема может быть решена, а любая боль может быть исцелена. Это нелегкий путь, но по нему стоит идти, потому что Бог с нами в каждом шаге, в каждой борьбе и в каждой победе. С Ним все будет хорошо. Ситуация, в которой оказалась эта женщина, страдания, переполнявшие ее сердце, не привели к ее поражению и не ознаменовали ее конец. Напротив, эта ситуация, какой бы сложной она ни была, пришла для того, чтобы она стала свидетелем славы Божьей. Если вы прямо сейчас ощущаете Божье присутствие и хотите завладеть этим словом, напишите в комментариях «Я завладеваю этим словом». В доме этой женщины произошло чудо. Бог действовал, и все было хорошо, но не потому, что обстоятельства были легкими, а потому, что она доверилась Богу и с верой заявила «Все будет хорошо». Вы, находящиеся на другой стороне, можете оказаться в сложной ситуации, в духовной битве, которая понизила ваш дух, принесла препятствия и трудности. Возможно, в вашей жизни многое заблокировано, возникают сложные ситуации. Но Бог призывает вас заявить «Все будет хорошо». Бог призывает вас довериться Ему, овладеть победой, поверить, что в вашей жизни вот-вот произойдет чудо. Друг, Бог говорит с тобой сейчас. Он будоражит в тебе душу и призывает поверить, что с Ним все будет хорошо. Бог призывает вас поверить, что Он может изменить вашу ситуацию, сотворить чудо в вашем доме и сделать так, чтобы все было хорошо. И если вы готовы заявить, что в вашей жизни, на работе, в семье все будет хорошо, напишите, пожалуйста, в комментариях «Я заявляю, что все будет хорошо». Это нелегкий путь, но мы не должны идти по нему в одиночку. Бог с нами, Он ведет нас, Он укрепляет нас. Даже когда обстоятельства кажутся невозможными, даже когда кажется, что битва проиграна, мы можем обратиться к Богу и найти в себе силы идти дальше. Подобно этой женщине, которая посреди своих страданий и боли смогла заявить «Все будет хорошо», мы можем сделать то же самое. Мы можем поднять голову, довериться Богу и идти вперед, зная, что Он с нами на каждом шагу. С Ним все будет хорошо, какой бы сложной ни казалась наша ситуация. Мы не одиноки в этом путешествии, Бог с нами, и Он действует в наших интересах. Он двигает горы, открывает дороги и творит чудеса. Сила Бога не ограничивается обстоятельствами, не ограничивается тем, что мы видим или чувствуем. Его сила сверхъестественна и готова действовать в нашей жизни. Чудо, произошедшее в жизни этой женщины, может произойти и в вашей жизни, потому что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. То, что Он сделал однажды, Он может сделать снова.
Бог готов действовать, двигаться, творить чудеса, а вы готовы их принять. Ситуация в доме женщины-шунамиты казалась непреодолимой, казалось, что это конец. Казалось, что все кончено, что нет больше надежды. Но Бог был рядом, Бог был с ней. Даже когда предрекал потерю, смерть и конец, Бог действовал. И если вы верите, что Бог может действовать в вашей жизни, в вашей семье, в вашей работе, напишите в комментариях: «Я верю в Бога невозможного». Бог не только отменяет постановление ада, но и прекращает угрозы врага, оживляет то, что казалось мертвым. Он превращает плач в радость, печаль в веселье, смерть в жизнь. В месте, которое, казалось, должно было стать свидетелем конца, произошло чудо. Там, где казалось, что все кончено, Бог проявил свою сверхъестественную силу. И вы знаете, что это значит для вас. Это значит, что и вы, подобно той женщине, можете стать свидетелем чуда в своей жизни. Правда, когда эта женщина заявила, что все будет хорошо, на самом деле все было не так уж хорошо, но у нее было нечто, что поддерживало ее – доверие к Богу, которому она служила. У нее была вера в то, что даже перед лицом невзгод Бог все контролирует. А она знала, что Господь не оставит ее. Вы, с другой стороны, знаете ли вы, что Бог говорит вам сейчас? Он говорит вам, что независимо от размера проблемы, независимо от величины бури, независимо от того, что враг укажет против вас, Бог с вами. Если вы хотите принять это слово и одержать победу в своей жизни, напишите в комментариях: «Я принимаю это слово». Я готов к чуду. Как и женщина-шунамитка, вы можете доверять Богу, которому служите. Вы можете посмотреть на проблему и сказать: «Все будет хорошо». Вы можете посмотреть на бурю и сказать: «Все будет хорошо», потому что Бог больше, чем любая беда, любая буря, любая проблема. Он – Бог невозможного, Бог, превращающий смерть в жизнь, плач в смех, рыдание в танцы. Он – Бог, готовый сотворить чудо в вашей жизни, готовый преобразить вашу ситуацию. Чудо, произошедшее в доме женщины-шунамиты, может произойти и в вашей жизни. Что бы ни говорил мир, что бы ни заявлял враг, Бог с вами, и Его сила безгранична. Доверьтесь Ему и будьте готовы стать свидетелями Его чудесной работы в вашей жизни. Наша вера в Бога поддерживает нас в самые трудные времена. История женщины-шунамки учит нас, что даже когда кажется, что все потеряно, мы можем верить, что Бог действует в наших интересах. Он – Бог чудес, и Его сила не знает границ. Шунамитянка заявила, что все будет хорошо, несмотря на то, что обстоятельства, в которых она оказалась, были нерадостными. Это заявление веры привело к тому, что она стала свидетельницей чуда в своей жизни. Как и она, мы можем с уверенностью заявить, что в нашей жизни все будет хорошо, потому что мы служим Богу, который превыше любых проблем и невзгод. Когда мы сталкиваемся с, казалось бы, невозможными ситуациями, мы должны помнить, что Бог с нами. Каким бы сильным ни был шторм, с которым мы сталкиваемся, он сильнее. Он может превратить печаль в радость, а отчаяние – в надежду. Поэтому, с какими бы трудностями вы ни столкнулись в своей жизни,
помните, что Бог готов сотворить чудо. Он может изменить ситуацию и принести победу в вашу жизнь. Примите это слово веры и будьте готовы стать свидетелями чудес, которые Бог готовит для вас. Доверьтесь Ему и смотрите на Его силу и верность. Бог с вами и готов действовать. Вы готовы принять Его? Верьте, доверяйте и заявляйте, что все будет хорошо, потому что с Богом действительно все будет хорошо, даже когда кажется, что всему приходит конец, даже когда это кажется невозможным. Бог действует, Бог работает, Бог творит чудеса, и Он хочет сотворить чудо и в вашей жизни. Все, что вам нужно сделать, это поверить, завладеть и довериться Ему. Ожидание может быть долгим и мучительным, ночи могут быть темными, а дни горькими, и может казаться, что ничего не изменится, что все останется по-прежнему, но обратите внимание на то, что Бог говорит вам сегодня. Ваши ожидания скоро закончатся. Помните женщину-шунамку. Помните, в какой сложной ситуации она оказалась. Помните, как казалось, что все потеряно. Но Бог вмешался в ее ситуацию и совершил чудо. Он превратил боль в радость, плач в смех, а отчаяние в надежду. Если вы думаете, что Бог может сделать то же самое для вас, напишите в комментариях: «Я верю в чудо». Тот же Бог, который действовал в жизни этой женщины, готов действовать и в вашей. Он готов совершить поворот, которого вы так долго ждали. Он готов совершить нечто сверхъестественное, что обрадует ваше сердце. Бог говорит вам сегодня: успокойте свое сердце, отдохните. Это несчастье завело вас так далеко не для того, чтобы все шло не так. Оно привело вас сюда, чтобы вы выжили и чтобы все было хорошо. То, что кажется неуравновешенным, то, что кажется неуправляемым, Бог вот-вот исправит. То, что кажется бесконечным, то, что кажется безнадежным, Бог собирается преобразовать. Он положит конец страданиям, Он положит предел трудностям. И если вы чувствуете, что это слово для вас, и если вы готовы получить это чудо, напишите в комментариях: «Я готов к повороту в моей жизни». Не позволяйте ситуации обескуражить вас. Не позволяйте ожиданию заставить вас потерять веру, потому что Бог с вами, и Он действует в вашей ситуации. Он готовит что-то великое, что-то чудесное, что-то, что превзойдет все ваши ожидания. Обратите внимание на то, что говорит вам Бог. Чудо вот-вот произойдет в вашем доме. Вы увидите поворот. Приготовьте свое сердце, приготовьте свои эмоции, потому что сейчас произойдет нечто великое. Все это пришло не для того, чтобы объявить о неудаче, не для того, чтобы объявить о конце, не для того, чтобы остановить или ограничить вас. Все это пришло, чтобы совершить чудо в вашем доме. Как шунамитянка увидела чудо Божье в своей жизни, так и вы увидите его. Как она пережила Божью славу в своем доме, так и вы переживете. Нужны только вера, доверие и убежденность. Ваши ожидания скоро закончатся, ваши страдания прекратятся, ваш плач превратится в радость, потому что Бог с вами, и Он действует в вашей жизни. Он делает невозможное возможным, Он творит сверхъестественное. Давайте помолимся.
Господи Боже, Ты знаешь сердце каждого из нас, Ты видишь, с какими трудностями, страданиями и несчастьями мы сталкиваемся. Мы приходим к Тебе сейчас, уповая на Твою благодать и Твою силу преобразить нашу жизнь, как Ты был с женщиной Шунамитой и принес чудо и жизнь в ее дом. Мы просим Тебя, Господи, войти в наши дома, в наши жизни, в наши ситуации. Принеси поворот, которого мы так долго ждали, принеси чудо, в котором мы нуждаемся. Господи, мы знаем, что ожидание может быть трудным, что ночи могут быть длинными, но мы верим в Твое обещание, что все будет хорошо. Мы верим, что Ты действуешь, что Ты готовишь для нас нечто великое. Дай нам силы продолжать верить, веру, доверять, надежду, надеяться, чтобы мы могли покоиться в Тебе, зная, что Ты все контролируешь и что у Тебя есть то, что лучше для нас. Прикоснись к отчаявшимся сердцам, утешь плачущее сердце, укрепи измученные сердца. Покажи нам, Господи, что Ты с нами, что Ты никогда не оставишь нас. Мы готовим наше сердце и эмоции к чуду, которое должно произойти. Мы готовы к повороту в нашей жизни, мы готовы увидеть Твое сверхъестественное в нашей среде. Во имя Иисуса мы заявляем, что все будет хорошо, потому что Ты с нами, потому что Ты действуешь от нашего имени. Аминь.